В Якутии проходит юбилейный фестиваль «Вкус Якутии», который по сложившейся традиции собрал вокруг своего большого красивого стола лучших мастеров кулинарного искусства. Среди них и приглашенные гости. Один из них – известный российский шеф-повар, член правления Национальной ассоциации кулинаров Денис Перевоз. Денис Перевоз окончил Международную академию туризма, Московский государственный университет технологий и управления. Стажировался в известных заведениях Италии, Испании, Франции. Член правления Национальной ассоциации кулинаров, руководитель направления образования Национальной ассоциации кулинаров, призер международных и российских кулинарных чемпионатов, шеф-консультант и владелец консалтинговой компании «Рецепт успеха». Дениса мы буквально выловили, можно сказать, мероприятие, поэтому он сегодня у нас в своей фирменной форме. Я обратила внимание на вашу интересную обувь. Можно поподробнее? Да, Юлия, конечно, можно. Это профессиональная поварская обувь. Кому-то, если не видно, мы можем показать поближе. Это профессиональная сабба, которая имеет колодку, то есть ты не устаешь, твоя спина не устает во время рабочего дня, а также имеет жироводоотталкивающую подошву, если мы говорим о профессионализме. То есть это позволяет сохранять определенную безопасность на производстве. Не упасть, если вдруг образовались например, пятна да, какие-то жирные пятна, кто-то помыл пол, допустим, да, и ты бежишь с подносом какого-то горячего супа, и ты точно не подскользнешься. И... Бывали такие случаи, конечно, когда конечно, подскальзывались, падали, кастрюли роняют на производствах, и какие-то лотки металлические с кучей вкусной еды. И, помимо того, что ты, ладно, окей, еду списал, либо там что-то с ней сделал, но это в любом случае можно получить какое-то там недоразумение, травму, это приведет к определенным последствиям. Это не нужно. Наслышано о том, что вы достаточно требовательный руководитель. Можно ли предположить, что вы эту обувь требуете у своих подчиненных? Нет, не требую, но если есть такая возможность, то я ребятам даю всем рекомендации, и те, кто действительно профессионалы, это, понимаете, как... Я думаю, что у любого там стоматолога есть определенный набор своих рабочих инструментов. У повара нож, обувь, профессиональная одежда. Да, поэтому те, кто профи, они покупают обувь, и слава богу, она стала достаточно доступна по цене. Вы, я знаю, давайте вернемся к нашей теме, с чего мы начали. Фестиваль «Вкус Якутии», который у нас проходит в Якутии ежегодно. И в этом году он особенный, потому что он юбилейный. И учитывая тот факт, что вы у нас не в первый раз уже, и даже говорят, что можно вам прописку якутскую выдавать. Что особенного было в этом году? В первую очередь, это, знаете, определенный рост наших поваров, ребят. А в чем он проявляется? В разнообразии блюд? Конечно, в разнообразии блюд, в техниках приготовления, в уверенности их презентации. Например, я вчера был на официальном открытии и наблюдал, как, собственно, они растут, ребята, профессионалы, команды. Это приятно радует. Вы говорили о том, что в любом ресторане, или это если работа связана с общепитом, очень важно наладить работу команды. Верно. Внутри самого заведения. Но вот это вы как-то тоже отмечаете для себя? И, может быть, у вас какие-то есть свои техники подбора персонала для того, чтобы обеспечить эту налаженность? Это следующий вопрос. Один вытекает из другого. Ага. Можем по отдельности. Нет, просто там мы вроде закончили, да? Но вы говорили... Я повторю, мне не сложно. Нет, это девчонки, они всегда прыгают. Тык-тык-тык. Ты туда ушла? Давай вернемся, давай продолжим. То есть я попрыгала, да? Чуть-чуть. Так, мне нравится. Вы, наверное, в приготовлении блюд тоже такой строгий, последовательный, логичный. Первое за пятым у вас не пойдет приготовление блюд, да? Нет, не пойдет. Объясню почему. Потому что есть определенные технологии приготовления блюда. Если, например, вы будете в борщ сначала сырую свеклу добавлять, а потом в конце картошку, то, я думаю, пойдет что-то не так. Поэтому, безусловно, я от сотрудников требую последовательность осознанную, которая будет приводить к единому результату. Потому что любой гость, приходящий в ресторан, например, даже если дома, домохозяйка, у нее тоже есть все четенько, да? И гость, получающий стандарт, приходя, допустим, в ресторан сегодня, завтра, через год, получает один и тот же борщ, на примере данного супа. Приняла. Вернемся
последовательности. Вы сказали о том, что наблюдаете определенный рост у наших шеф-поваров, да? Да. Вот, в Якутске. И одно из условий, вы ранее говорили, что качество работы определяется слаженностью команды. Вот эту слаженность вы наблюдаете или нет? Это первый вопрос, подвопрос. И второй подвопрос. Есть ли у вас какие-то свои методики подбора персонала, чтобы вот наверняка быть уверенным в том, что команда будет слажена и все будет строго по пунктам, по технологии выполняться? То, что касается ответа на первый вопрос, безусловно, да. Но я не углублялся в их производство, как у них организовано, но я вижу результат, буквально, который вчера был продемонстрирован для всех гостей, приглашенных на открытие фестиваля «Вкус Якутии». То есть я видел их уверенность, я видел их отточенные какие-то действия, работу, и как результат вкусовые эти вот ощущения, которые нам меняли, приносили ребята-официанты в тарелках. Вот, поэтому да, есть динамика, да, безусловно, есть куда расти. Предела совершенству нет. То, что касается ответа на второй вопрос, моя какая-то техника, там, не знаю, подбор персонала. Я скажу так, я не кадровое агентство, однако, вот, когда приходит уже какой-то, пул ребят, поваров, там, девчат, неважно, достаточно, 2, 3, 4 вопроса понять вообще, что в их головах в профессиональном смысле. А далее это уже практическая демонстрация своих навыков. То есть приди, покажи, что ты можешь. Самый простой и верный способ — это сказать: иди, приготовь сегодня обед на сотрудников нашего предприятия. Это будет таким крутым маркером для понимания, что вообще происходит у этого человека, как в профессиональном, так и в каком-то ином смысле. То есть может ли он работать в команде, не может и так далее. Какая у вас миссия в рамках фестиваля «Вкус Якутии»? Что вы делаете? Сразу вспомнился, фильм «Миссия невыполнима». Я уверена, у вас выполнимо с вашим послужным списком и опытом. Моя миссия... Да. Слушайте, моя миссия... В принципе, я сюда приезжаю уже не первый год, так как веду здесь ряд проектов. Мы об этом причем совершенно с разными кухнями. Поговорим еще. А в целом, второй год я уже езжу в Якутский колледж технологический, где провожу для ребят мастер-классы образовательные. Вот сейчас мы проводили порядка 50 ребят было, а те, кто не смог приехать там из-за каких-то там переправ либо иных технических вопросов, мы делали прямую трансляцию для того, чтобы все смогли охватить вот этот опыт, навык, который я передавал в процессе обучения. То есть, вы приезжаете в качестве гостя фестиваля, и главное ваша... В качестве гостя фестиваля, обязанностей никаких нету, это все по доброй воле. То есть я делюсь этим навыком с ребятами, то есть уже не первый год. И более того, мне это близко, так как я являюсь руководителем направления образования в Национальной ассоциации кулинаров России. Сложно попасть в Ассоциацию кулинаров России? И какие привилегии дает членство? Сложностей никаких нет, главное — желание. Это участие в общественной организации, безусловно, участие в всевозможных мероприятиях и просто показать себя. Если у тебя есть лидерские качества, ты в каком-то находишься регионе, ты можешь просто вместе с нами развивать индустрию гостеприимства. Вот и все. Мы для этого даем все инструменты, направления, маршрутаризацию, так ее назовем, для того, чтобы это можно было реализовывать. А есть сейчас какой-то дефицит кадров у нас в России? Безусловно, дефицит кадров, он существует, и в том числе в индустрии гостеприимства. Поэтому мы всячески стараемся, в частности я, вкладывать свою какую-то лепту для того, чтобы мотивировать ребят, молодых специалистов и девчат, и для того, чтобы они оставались в профессии, не меняли, не уходили, а были именно с нами. Ни в коем случае не хочу обидеть, но мне кажется, большинство идут от безысходности. Про вас я сейчас не говорю, потому что у вас высшее образование, даже 2, да, по специальности. А что касается молодежи, мне кажется, в основном это люди, которые боятся сдать, дети, вернее, школьники вчерашние, которые понимают, что, возможно, они не сдадут ЕГЭ, это слышно в разговорах, да, и поэтому они идут на какие-то специальности, а поварское дело, оно, скажем так, несложное, и всегда считается, всегда сытый ты будешь, да, руки в тепле и желудок полный. Есть такое? С одной стороны, это, знаете, наверное, такой пережиток прошлого, когда в период СССР об этом действительно говорили и много ходило баек. Нет, сейчас такого нет.
Я думаю, что в любом направлении, в любой профессии можно вот эту, скажем, вот эту информацию наложить на любую профессию, да. Тут больше нет, тут уже люди идут туда по осознанности, вот буквально, потому что у меня есть буквальное понимание и оценка, разговор с ребятами, когда, допустим, они 5 лет назад, 3, сейчас, в основном все идут осознанно. То есть, да, кто-то не хочет учиться. Почему? Потому что, я не хочу учиться, но мне нравится кулинарить. Пожалуйста, иди. Вот, и они приобретают навыки, у них горят глаза, и я буквально хочу сказать, 85% ребят, по крайней мере, тех, вот, с кем я работал, это было вот за прошедший там год более 500 студентов, с которыми я лично общался и лично учил, и они крутые, и они молодцы, и они реально идут, работают уже на 2-м, на 3-м курсе. И когда заканчивают учебные заведения, работодатель их уже берет. Более того, они обучены. Поэтому все это прекрасно меняется в лучшую сторону. Вот к чему вы стремитесь, ваша вот путеводная звезда? Путеводная звезда, чтобы наша страна становилась вкуснее, красивее, гостеприимнее, какая она есть, однако в любом случае есть такое понятие, как современность, а именно, допустим, требования современного рынка, требования потребителя. Если мы говорим про систему образования и бизнес, как раз вот мы являемся вот этой коммуникацией, я имею в виду такие повара, как я, и наши ассоциации, которые, собственно, помогают и бизнесу, и образованию становиться, скажем так, друг другу интереснее, то есть находить коммуникацию. То, что касается миссии, слушайте, да, просто надо делать свое дело качественно, профессионально в любой профессии, что я и делаю, и отдавать себе чуть больше. И не только выводить все в формат монетизации, но и все-таки принимать участие в социальном развитии нашей страны, например, как это я делаю я в индустрии гостеприимства. Сегодня вы член правления ассоциации, а что-то есть еще, чего вы не достигли и хотели бы добиться? Вы знаете, я столько всего уже достиг, если честно, вот честное пионерское. И я уже не знаю на самом деле, вот что, чем с вами поделиться, чем замотивировать наших слушателей, однако. Этому, скажем так, в любой профессии нет совершенства. Как говорят восточные люди, в кулинарии это как бочка с водой, и сколько ты вот так вот ладошками не будешь эту воду вычерпывать, до дна всегда ты не достанешь. Поэтому просто нужно идти вперед, развиваться и развивать, и не только потреблять, но и созидать. Вот это, наверное, моя миссия. Вообще, с чего ваш путь начался? Наверное, с этого стоило начать. Если мы говорим о студентах, Путь профессиональный иметь? Как произошел выбор вашей профессии? Потому что с цифрами у вас все отлично, я в курсе, вы все отлично считаете. И сегодня вы разрабатываете не только блюда, но и смотрите калькуляцию, там, что чаще заказывают или нет, вы высчитываете все. Наверное, вы в какой-то другой профессии с точными науками могли бы тоже проявиться прекрасно. Почему именно кулинария, поварское дело? Мы же сегодня упоминали про СССР, да? Так. Что если там, то всегда будешь сыт. Нет, это не по мне. Так сложилось, что после службы в вооруженных силах Российской Федерации у любого парня встает выбор, кем он будет, да, кем он должен стать. И, безусловно, кто наши подсказчики, это наши близкие. И говорят там близкие: слушай, у тебя же были какие-то кулинарные там позывы в детстве, там ты что-то готовил, тут борщ-то, который мы есть не могли. Я говорю: да, точно, было дело. Картошку ты в армии готовил, вот, давай иди. Собственно, таким образом и начался мой карьерный путь. Это буквально. А далее уже было, собственно, приобретение образования, осознанность своей профессии, миссия своей профессии, и любовь к профессии как результат, что я, собственно, делаю, дарю и продолжаю это делать. Вы говорили о том, что в одном из интервью, что, цитирую, самым ценным опытом в вашей работе стала работа в «Газпроме», после чего вы поняли, что можете работать где угодно. И тут ты понимаешь, да, думаешь, что такого страшного и сложного было в «Газпроме», почему человек сразу с такой уверенностью говорит. Слушайте, это, скажем так, информация из контекста, однако я работал, скажем так, в частном бизнесе, а тут пришел в государственную организацию. И более того, свои правила, свои своды, свои законы, это безусловно. И есть еще такое понимание, как объем работы.
То есть, когда, если ты, работая где-то на предприятии, в кафе, в ресторане, у тебя, скажем так, проходимость буквальная гостевая, там 30-100 человек, 200 в день, то, например, в «Газпроме», о чем мы сейчас говорим, я кормил в день 3000 человек. То есть у меня в перспективе был там карьерный рост за период работы. И последнее место, где я, собственно, был, это в НИИГАЗ, то есть научно-исследовательский институт газпромовский, где было большое количество питающихся. Когда я туда пришел после перевода, был только обед. Я говорю, а почему обед-то только? Люди же еще завтракать хотят. Мы ввели завтрак, увеличилось количество гостей. Как результат, те цифры, о которых я говорил, 3000 в день, это реальные цифры. И когда я закончил работу и пошел снова в коммерцию, потому что мне захотелось снова нового роста, новых горизонтов, я понял, что с этим навыком мне вообще все равно, кого кормить и сколько, и в каком количестве. Потому что ты приобрел тот самый опыт боевой, так называемый, который, ты нигде просто не поймешь, не найдешь, никто тебе не обучит, если ты сам в это не окунешься, поплаваешь, как говорится, в океане с акулами и уже можешь идти куда угодно. Мне просто интересно понять философию. Вы и так 3000 человек кормите, огромная армия, да? А тут вы еще добавляете завтраки, плюс еще 3000, да? Примерно. Там было 2. меньше, там около 1000, потому что кто-то с собой баночки приносил, кто-то работал позже. Я условно говорю, да, но, безусловно, прибавилось порядка 20-25% к выручке. Или гостевому потоку, как угодно. Но вам же и так было сложно. Для чего нужно было увеличивать? Вообще не сложно. Наоборот, ты для того, чтобы расти, ты ставишь для себя новые задачи, новые горизонты, и тем самым ты тоже растешь. Вы кушаете чаще дома или в ресторанах, в столовых? В столовых, кстати, Честно, кушаете? да. Я такой прагмат. Мне вообще все равно, где кушать. Все зависит от ситуации. Например, если у тебя завтра какая-то важная встреча там, в 7 утра либо в 5, ты просто встаешь, не задумываясь, делаешь какие-то свои там утренние процедуры и идешь. И по мере необходимости ты уже ищешь место для завтрака. В кафе ты можешь съесть кашку какую-то. Либо с утра любимая жена тебе там, иди, скушай, я тебе пожарила там что-то. Вот мне что дашь, то я и буду есть. Понятно, если это не будет перекислено, пересолено, там, либо что-то еще, то есть это будет отвратно. Либо это будет как-то совсем неаппетитно, либо это будет испорчено. Конечно, я это есть не буду, собственно, как и любой другой человек. А так я не требовательный, по крайней мере, по отношению к жене. Кто дома все-таки чаще готовит? Супруга. Я просто там не бываю. А какие у вас мало бываю. предпочтения какие у вас? Понятно, вы любите рыбу. Если мясо или рыбу, Денис Перевоз выберет рыбу. Рыбу, да. Видите, Рыбу очень или вас- морепродукты. В Якутске какие у вас национальные блюда? Наши якутские больше впечатляют. Впечатляют. Не то, что впечатляют, они, строганина вкусная штука. Строганина или карась? Жареный. Строганина или карась жареный, но это как теплое с мягким, мы сейчас сравниваем. Вот, и то, и другое тогда. Коротко о моем поварском. Можно и то, и другое. Понятно. Знаю, что у вас есть консалтинговое агентство, да? Чем вы занимаетесь? Я-то знаю, чем мы только не занимаемся. давайте, самые ваши основные направления. Что мы делаем? Мы разрабатываем, если так кратко, да, чтобы все быстро поняли, о чем именно идет речь. Все видели Костю Ивлева, который ходит с программой на ножах, или там как так он называется, и строит рестораны с нуля, либо переделывает. Я занимаюсь точно тем же, только более экспертно, потому что Костя все-таки это Константин Витальевич шоу делает. А мы делаем это профессионально. То есть мы делаем либо апгрейд, переделку действующих проектов, которые требуют определенного вмешательства, либо по причине устаревшего меню, оборудования, квалификации сотрудников, либо, например, отсутствия прибыли. Либо мы строим с нуля. То есть когда заказчик говорит «хочу ресторан», хорошо, все, проходит определенный аудит, встреча, личное знакомство, и дальше уже выявление потребностей, предложения и запуск. Я слушаю, вы так спокойно говорите, а это же все-таки подразумевает, огромную, я бы сказала, колоссальную ответственность, потому что, может не пойти. Бывало такое, что Нет. Объясню. Так как я эксперт, который до сих пор учится, да, для того, чтобы быть в тренде, есть такое понимание, как некий анализ продаж.
спрос, себестоимость. То есть есть блюда, например, которые вот так вот мы отрезаем, на которых предприятие вообще ничего не зарабатывает. Они не нужны, потому что деньги же не падают с неба, и арендную плату никто нам не костит. Вот, поэтому есть блюда, о которых вот вы сейчас спрашиваете, которые либо не пользуются спросом, либо продаются там один раз в неделю. Безусловно, такие блюда просто убираются из меню, остаются хиты, к которым гости привыкли, на которые гости ходят, на которых предприятие зарабатывает, высокомаржинальные блюда, так называемые. А все остальное под концепцию уже добавляется, предлагается, проводится дегустация, как результат запуск хорошего, правильного, вкусного, разнообразного, обновленного меню, как результат успех предприятия. В Якутске есть такие вот рестораны, которые прибегали к вашей профессиональной помощи? Да, есть. Да? Угу. И как? Там идет все? У нас все прекрасно. У нас идет... Сейчас вот меня, наверное, собственник будет смотреть, говорит: перевоз, ты что-то лишнее говоришь. Однако я скажу, у нас стабильно. У нас стабильно, а по некоторым предприятиям идет стабильный ежегодный рост. Это нормальная динамика любой коммерческой структуры. Вечный спор. Что лучше? Что вы выберете? Вкус или красоту блюда? Это должно быть в одной тарелке. Не может быть вкусно и некрасиво. Может быть, конечно, где-то в какой-то кафе придорожном, где там повар сделал что-то вкусное и положил, ты такой ешь, нифига, как вкусно, да, это какой-то даже у нас фильм есть, когда остановились в придорожном кафе, все трое смотрят, а один купил себе шашлык и ест, и нахваливает, все такие: да как ты это есть можешь, это ж вообще фу, ну-ка дай попробовать, и потом все такие, все вчетвером сидят, кушают. Если мы говорим про кафе, про рестораны, про современность, все-таки это должно быть в комплексе. И красиво, и вкусно, и главное, чтобы это еще приносило коммерческую радость собственнику. Если вам вдруг блюдо не понравится в ресторане, ваши действия, вызовите на разговор шефа? Нет. Я просто... я приведу пример. Мы пришли, были в одном городе, пришли в ресторан с коллегами и заказали себе там несколько блюд. Я заказал одно из блюд, было суп. Я его пробую, так одну ложку, вторую, я понимаю, что это очень пересолено. Но это прям невозможно есть. Я прошу подойти сотрудника зала, официанта. Говорю: простите, пожалуйста, вот такая ситуация. Он говорит: это норма. У нас это делается там из определенного вида там капусты, из квашеной. Это норма. Я говорю: хорошо, будьте добры, тогда вот это можете забрать. И если это норма для вашего повара, я это оплачу, я готов заказать другое блюдо. И если нет, то я выберу что-то иное из меню. Была небольшая пауза. В итоге приходят, говорят: да, действительно, это пересолено, приготовлено не по технологии, судя по всему. Это уже, если говорить профессиональным языком, была предложена замена. Но как-то так. То есть я не вступаю ни в конфликты, не начинаю загибать пальцы и говорю: ты знаешь, кто я такой? Посмотри. Я утрированно. Перевоз. Да. Нет, не занимайся этой ерундой, не нравится, не ешь, называется. Потому что, может быть, это субъективная точка зрения твоя. А если это пересол, это и понятно, тут в Африке пересол. Сколько всего рецептов вы знаете наизусть? Я не знаю. Сколько у нас волос на голове, мы же их не можем посчитать. По рецепту готовите? Обязательно. Нет, понятно, есть что-то просто уже по опыту, как правильно сказать, понятийно. То есть, когда ты понимаешь, что зачем складывается, и плюс-минус будет результат. А если мы говорим все-таки про кафе, про ресторан, это стандарт, это технологическая карта, благодаря которой я сам ее распечатываю и по ней собираю блюдо. Потому что невозможно повторить вкус. Почему? Потому что вкус, он создается. Как бы нам это ни хотелось. Например, я достаточно щепетилен. Все коллеги, кто со мной работали и работают, я щепетилен к вкусу, а именно мы можем, допустим, одно блюдо переделать по 10 раз. Но оно не заходит, не вставляет, не максимально вкусное. Чего-то не хватает, характера, соуса, специи. Но я это называю нет характера в блюде. И когда мы доводим это до совершенства, все, я уже успокаиваюсь, и мы переходим к следующему этапу. Но это нормально, на мой взгляд. Когда следующий ваш визит ожидать? Я думаю, в начале февраля мы снова с вами можем увидеться.
Да будет так. Спасибо вам огромное за вкусную беседу. Вот после разговора с вами аж кушать захотелось. Ну, правильно, от меня едой пахнет, конечно, От- кушать хочется. От вас едой не пахнет. Спасибо огромное, Денис. Успехов и с надеждой на наши новые следующие встречи. Благодарю и очень взаимно.